Фонд планирует семью. Там демография сдвигается к нулю. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами открываем заседание очередного нашего консервативно-аналитического клуба. Сейчас, в последнее время, актуальный вопрос у нас в Беларуси, в принципе в России, это вопросы демографии. Ну вот что хотелось бы акцентировать немножко внимание, что как бы ни кляли либералы Иосифа Виссарионовича Сталина, но при нем численность населения увеличилась где-то от 1 300 000 до 1,5 миллиона в год, ну, в среднем. Ну, как мы видим, показатель очень крутой по нашим меркам. И вот та система, которая была введена Сталином, те мероприятия, которые он проводил, они заслуживают достаточно внимательного изучения. Ну и вот нужно сказать, что, допустим, при Борисе Николаевиче Ельцине численность населения уменьшилась на 6,8 миллиона человек. Ну так, для сравнения. То есть при страшном Сталине Да, страна росла, увеличивалась, да. а при хорошем либеральном Ельцине нация уничтожалась. Безусловно. Да как же иначе? К слову сказать, допустим, немножко отвлекусь, что когда говорят о тиране Сталине, то в самые годы тирании, которые там были репрессии, 1938 год и тому подобное, в абсолютном численности... Население росло, неправильно. Нет, в абсолютной численности и в относительной численности заключенных было меньше, чем при демократии Ельцине. И сажали десятую часть тех, кто При страшном Сталине заключенных было меньше в процентном соотношении, Его чем в правильно. Америке. А Сегодня про при Америку- демократии. Про Америку вообще речи нет. Отметим, во-первых, что мы собрались по календарным датам близко к дню рождения Иосифа Виссарионовича. И сегодня вечером, это вечер католического Рождества у нас в Беларуси. И мы, собственно, хотим акцентировать позитив и в назидание, так сказать, тем, кто сегодня руководит союзным государством, опыт недавних поколений. Вообще надо рассматривать вопрос, почему. Значит, в странах, которые бедные, значит, в странах, в которых вообще нет вот этой либеральной демократии, высокая рождаемость, а в странах, которые пошли по пути Запада, рождаемость падает в ноль практически. Ну, давайте вот отметим еще такую вещь. Значит, тут нету какого-то дихотомного деления, есть динамика. Например, если мы возьмем наш братский Азербайджан, страну развитую, страну с непрерывно растущим благосостоянием, страна, которая поднялась из руин, из разрухи, и, собственно, ну, нам Алиев деньги не платил, не будем тратить время на рекламу Азербайджана. Цифры говорят сами за себя. 7 миллионов населения в 91 году, 10 с лишним сейчас. Вот так. То есть эти вещи, они комплексные. Все находится в голове. Благосостояние, естественно, не дает никакого прироста населения. Но отсутствие благосостояния – это тоже не благо. Прирост населения дает мудрость, комплексное видение ситуации. Понимаете, тут маленький момент нужно учитывать, что благосостояние – это как инструмент для уменьшения населения. Ведь как Запад говорит, мы должны обеспечить, то есть родители должны обеспечить достойный уровень жизни каждому. А кто такой достойный, То есть, никто не знает. чтобы Да. был высокий уровень, надо меньше детей. Да, Чем меньше детей, тем выше уровень жизни у ребенка Нет, получается. Но вот наши братские республики, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, они нашли этот алхимический камень. Они смогли вести такую государственную линию, где при непрерывном росте благосостояния стабильный рост, рост населения. Допустим, я иногда так вот смотрю, требования, допустим, вот, пишут там статьи, как Запад относится к вот именно условиям жизни. Вот надо, чтобы на каждого человека в семье было минимум там, допустим,
22 или 25 квадратных метров. Это уже То все есть- борец считать. Нет, вот, понимаете, вот они написали, и все. Тут вопрос. Да. На метрах будут дети или детям будут метры? Ну, так вот, Что будет сначала? Ну, так, То есть Георгий, что смотрите. будет зайка, будет и лужайка, или будет у нас лужайка, а ходить Вот. по ней будут псы и коты вместо деток? Наглядный пример. Вот наш старший товарищ Емельян Николаевич родился в землянке. Да. Квадратный метр весь лес. Как говорится, хочешь лес. влево, хочешь вправо гуляй, ну, а поспать в землянке. Вот и все. Да. И вырос. Да. И, как говорится, уважаемый человек стал. Вот, пожалуйста. Да, но в Азербайджане сегодня они живут не в землянках, не в юртах, живут нормально в квартирах. Совсем-совсем многодетных семей, не так много, но 3-4 ребенка в семье это нормально у всех. Люди исходят из того, что они... Все начинается вот с того возраста, с детского садика. Значит, их нужно еще в этом возрасте воспитывать. К сожалению, у нас детские садики, они считаются менее важными, чем школы, тем более, чем высшее образование. Понимаете, школа, она нормально, казалось бы, воспитывает, все, вопросов нет. Но дети-то тоже ползают и в интернете, и где угодно. Вот девушка спела, допустим, песенку, что вот мой парень на Мерседесе, а ты лузер, типа, или как там называют его. Все, и девушки, уже старшеклассницы, они ставят планку. Так, значит, с этими не гуляем, с этими не гуляем. У кого Android, это вообще отстой. Вот надо, чтобы был Apple, к примеру, смартфон. Работать не престижно. Значит, быть сантехником, фу. Да, это уже Значит, сложно. работать на заводе, фу. Там быть электриком, значит, водителем, фу. Что в результате? А в результате ноль. Значит, она или он работать не хочет. Значит, того, что хочет, его просто нет. И естественно, значит, какие дети? Она так и проживет свою жизнь, недовольная жизнью, не выйдя замуж, значит, и будет искать кого-то там вот с Роллс-Ройсом и так далее. Ну, так, И с яхтой. Николай, смотрите, какая получается в итоге ситуация. Западу нужно сокращать население планеты. Ну, американцы, например. Вот они ввели, то есть вводят вот такие вот стандарты. Вот они незаметно песни сочинили, спели там, как это, Инстасамка тоже там песни на эту тему иногда поет. То есть спели песню, не так втихаря ввели вот этот стандарт. И вот в итоге, допустим, девушки хотят, вот, за программиста хорошо, пойдем. Там еще за кого-то пойдем. Нет, так за кого пойдем? А сколько детей будет с этим Нет, программистом? так- 0,7. Это второй момент. 0,7. А теперь смотрите, вот с такими подходами, ну, девушек там процентов 70, может 80, которые ставят в первую очередь финансовое, материальное благо. А вот таких парней или мужчин, которые в состоянии их хотелки обеспечить, ну, их 2-3% может быть, ну, 5, ладно. Александр Иванович, но по-любому оно к демографии не касается. Нет. А потому что хотелки там не то, Нет, чтобы детей нет, было нет. нормально. Так вот, Хотелки на Мерседес это не Да. хотелки на детей. нет, правильно. Так вот, их хотелки, что вот мы сантехникам, До детей рабочим, просто не водителям, доходит. да, мы им типа и вообще жениться не будем. И вот так они до 30 лет живут, до 35, ждут своего принца, программиста, вот, и потом его не находят, а тут уже и рожать, в принципе, дальше. Уже поздно. Ну, а нашла принца, таки родила одного. Ну и все. В лучшем случае. То есть, понимаете, вот это вот такое вот медленно, шаг за шагом, меркантильное развитие стороны вопроса, оно, в принципе, ведет именно к тому, что девушки во многом уже ищут себе обеспечение, чтобы было вот мужа найти, сесть на плечи, свесить И ножки, ничего не делать. да, и ничего не делать. А начинается еще. Начинается с того ребеночка в детском садике, который говорит воспитателю, а я скажу, вас уволят. Ну и да, и это Все. тоже То есть уже в таком возрасте мозги начинают заточено именно. затачиваться, простите, мне все должны, я не должен ничего. Поэтому здесь, вот, если мы сравним демографию, которая была при Сталине,
и который сейчас получается, что очень большая составляющая именно вопрос идеологии. Вопрос вот, как говорится, когнитивного воздействия на мозги современной молодежи. Если вот вы сами говорили, что в Азербайджане рожают, как и рожают. Вопрос комплексного видения. Да. Комплексного идеологического видения. И смотрите, товарищи, ну, мы как бы, вы хорошую, так сказать, дали затравку, обрисовали ситуацию. Я немножко скажу слов. Ну, действительно, во-первых, мы будем говорить про прошлые времена и про мудрые решения Иосифа Виссарионовича, потому что действительно, вместо того, чтобы изучать супермудрость государственной политики, великих лет становления Великого Союза, да, его колоссальных побед на внешних, на внутреннем фронте, все идет какой-то, значит, там базар, там, репрессии, не репрессии, там, его культ личности, не личности, там, да, там у него было. Культ личности Сталина делали все, кто делали культ личности Брежнева. Это всякая мразь из непыльно работающей гуманитарной интеллигенции, они всегда найдут, с кого делать культ. Брежневу повесили 5 звезд, а потом стали над ним смеяться, почему у него было 5 звезд. Вы повесили с себя и спрашивают. Вот, но Сталин был крайне далек от культа личности. Известна его беседа с сыном, да, когда там сын в школе что-то подрался, и Сталин ему говорит, ну, известная история, сын его рассказывал. Общительный был человек. То как я Сталин, я должен порядок наводить. Ты Сталин? Ты не Сталин. Что, я Сталин? Я не Сталин. Подвел к окну. Там плакат стоит, вот, он Сталин, а мы с тобой люди маленькие, веди себя прилично в школе. Вот, действительно, постать Сталина, она объединяла советский народ. Ну, значит, одно было понятно Иосифу Виссарионовичу. 2 вещи. Что необходим рост населения. Любой ребенок желанен для страны. Любой ребенок желанен для страны. И что традиционный семейный устрой – это тот путь, по которому должна идти вся советская страна, безусловно, опираясь на наследие Северной Евразии, авраамических религий, как угодно можно называть, да, никто это наследие семейственности, чадолюбия, многочадия не разрушал и не посягал. Да, первое десятилетие советской власти были всякие. И то, что говорят, Сталин не был теоретиком марксизма. Да, он не был теоретиком марксизма, он был практиком государственного строительства. Он ясно говорит в своей работе «Экономические проблемы социализма». Говорит, это марксизм был духовным орудием трудящихся, чтобы свергнуть власть эксплуататоров, построить государство трудящихся. А дальше мы уже будем это государство укреплять и развивать так, как надо. Если взять, скажем, в отношении детской смертности, да, это как бы классический случай. В 50-м году была подана, собственно, личная секретная записка Сталину, тогда секретная, да, что детская смертность в Советском Союзе в 50-м году, это после немножко Великой Отечественной войны, она была почти в 3 раза ниже, чем в 1940 году. Это потрясающий успех. Потрясающий, ошеломляющий. Ему должно было уделяться должное внимание на всех форумах. От геополитических форумов, экономических, до медицинских, социально-медицинских форумов. Этот момент вообще игнорируют. Как это удалось, да? Что такое вот нашли на алхимический камень, как из чего-то там варить золото. Ведь это удалось советской власти, советскому государству, да? Вот такой вопрос. Я хочу вам сказать, товарищи, что я лично имею большой аналитический опыт демографии. Я, собственно, возглавлял аналитический отдел жизнезащитной организации, крупнейшей в Беларуси в те годы, «Открытые сердца». Значит, я изучал большую пространную статью, такой Сергей Иванов. Это деятель в отделе народонаселения ООН. Поэтому он довольно откровенно описывает, какой чудесный западный путь. В частности, в этой статье он пишет таблицы, приводит большая подробная статья такая.
достаточно принять государством программы Фонда ООН по планированию рождаемости, и рождаемость будет снижена. То есть она не будет многовекторно продвигаться. У кого слишком много станет меньше, а у кого слишком мало станет больше. Он подчеркивает. Независимо от того, считает ли правительство национальное приоритетом рост населения или, может быть, умерение его роста, в любом случае, как только впускают программу Фонда ООН по планированию семьи, всюду население снижается. Причем оно не просто снижается с больших цифр до маленьких. Там, где они уже минимальные, оно будет снижаться дальше, приводит интересные таблицы. То есть они в открытую Порядок говорят, вопроса. что их цель уменьшение населения планеты. Безусловно. Да. Они но- открыто говорят, что их цель но уничтожение очень человечества. интересна такая фигура, как Сергей Иванов, да, который, значит, вот он десятки лет, его еще с Москвы, значит, готовили в фонд ООН, он у них работает, да, и он, так сказать, вообще типа не вмешивается ни в какую политику. И он так, значит, просто похохатывая, вот пишет такой обзор веселый, да, и пишет, что независимо от того, какие национальные приоритеты, в тот момент, когда принимают программы планирования семьи, будет рождаемость снижаться. Это как 100%, да. И я помню название одной из статей, одной из представительниц, значит, тут живущих в Беларуси, Фонда ООН по народу населения. Чудесное название статьи в середине прошлого десятилетия. Аисту назначат новый маршрут. Мимо Беларуси. В облет. То есть Санкции. белорусы не нужны, они мешают. Аисту санкции, и у него новый маршрут. Дальше будет летать только Белавия, а Аисту уже нет. Пять лет прошли, и стало ясно всем, хотя не все открыто признают. Нельзя с нацизмом заключать тандем, при первой же возможности убьют. Те заразята, что хотели нас губить, не испарились, продолжают нам вредить. Они тишком вживляются во власть, и если влезут, всей стране пропасть. Где Инофонд планирует семью, там демография сдвигается к нулю. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем заседание нашего консервативно-аналитического клуба. Мы в предыдущей серии начали разговор о демографии. Ну и теперь в качестве продолжения вот этого разговора хотелось бы акцентировать внимание, что одним из моментов, который был введен при Иосифе Виссарионовиче Сталине, это был запрет абортов. Прокомментировать этот вопрос хотел бы предоставить Илья Львовичу. Да, я, в общем-то, достаточно авторитетно этот момент могу осветить, так как я его изучал, конечно, в ходе своей аналитической работы в одной из жизнезащитных организаций белорусских. Прежде всего, надо сказать, что, конечно, как бы вот это видение нового мира, революция, и, значит, был официальный декрет советской власти о легализации аборта в 2020 году в Советской России. Фактически он просто фиксировал положение полной разрухи
в умах, в головах, морально-нравственном уровне, которая царила у людей в конце гражданской войны и после империалистической Проблем было всего, очень что много. происходило, да. Очень много. И, конечно, видение, так сказать, троцкистское, которое, собственно, да, было значительно, сильно в руководстве и на протяжении первого десятилетия советской власти. И тем не менее из этого смогли выйти. Мудрость Сталина в государственном руководстве была, как он объяснил, что марксизм был использован как духовное оружие трудящихся, чтобы свергнуть власть эксплуататоров, а далее он вел твердой рукой советское государство. И, собственно, взял четкий разворот в сторону традиционных ценностей, да. Статья «Новогодней елки» в «Правде», она была как застрельная. Удаление Демьяна Бедного, безусловно, был, так сказать, пламенный, как говорится, пролетарский трибун и т.д. Но он сделал конек из-за смеяния религии, и оно у него приняло патологические формы, его просто отстранили от этого. И говорят, что в годы войны Сталин развернулся лицом к традиционным ценностям. Это неверно. Это ложь по факту. Дело в том, что с 1939 года, с воссоединения Белоруссии и с присоединения к Украинской ССР тех областей, которые присоединил Советский Союз, там не тронули уже ни храмы, ни приходы, ничего, никакую религиозную жизнь. И, соответственно, она начала уже получать полную общественную легитимацию по всей большой стране. Вот. Но Когда мы говорим запрет абортов не был связан с этим разворотом. Что я хочу сказать? Он был связан с государственным видением, просто чтобы мы видели общую картину, да? Значит, советские демографы, и среди них, кстати, уже был молодой Урланис, который в дальнейшем стал, собственно, ну, вообще, можно сказать, крупнейшим демографом мира, советский демограф, так? Разработали к середине 30-х годов четкие рекомендации, комплексные, по тому, как, значит, добиться увеличения населения, как бы вопреки вектору исторического развития, который шел такой прямо как шестеренки, да. Сейчас я говорю, что, ну, живут люди в трехкомнатной квартире, будет у них один ребенок или трое-четверо, это вообще полностью, так сказать, в голове решается, да. Есть возможности, и чтобы там был только пес, и ребенок, и пес, и чтобы было трое и четверо детей. Вот. А тогда масса населения пошла в города. То есть менялся весь уклад жизни. Из деревни, где-то у Колгася на Выгоде, по-любому, как бы, любое количество детей вместит хата, и более или менее корова даст молока или дойдет для коровы, переселяться в город. И вот, чтобы работать против этих шестеренок и все-таки не произойти обвалу демографическому, разработали множество рекомендаций, одним из которых было, собственно, выведение вне закона абортов и, конечно, в идеологическом плане. То есть, если у беснующихся троцкистов в 20-е годы это было, значит, завоевание прогресса аборты, уже с конца 20-х годов советская медицина четко стала разрабатывать тему, что это зло. Были запрещены аборты первой беременности уже с 20-х годов, уже с конца 20-х годов. Была такая великая провозвестница абортов, потому что маньячка Маргарита Сангер. Делают аборты, и в результате просто женщина больше не может рожать. Естественно. Человека-ненавистница Маргарита Сангер, которая все эти идеи проталкивала в США, и в США в самом среди белого населения они были непопулярны, но ее сфокусировали на, собственно, сектор населения негритянского, и ей здорово удалось подорвать вообще и рождаемость, и морально-нравственный уровень негритянского населения. Использовали ее таланты. Она поехала в Советскую Россию в начале 30-х годов. Ну, заслышала она, что это абортивный оазис. Она увидела, что на местности совсем другое отношение людей. Не такое, как было подобных и абортивных маньяков, значит, и суперлиберастов. Совсем уже другое отношение. И она была очень разочарована. Вот. И, значит, собственно, вывели аборты вне закона. То есть стало пониматься, что это уголовное, противоправное деяние. Да, по медицинским показаниям, но по медицинским показаниям можно и
есть и наркотические средства, можно получать в аптеках, всякое разное другое, да. Вот. Но в общем и целом это стало понятием противоправным. Теперь, что важно понимать, значит, тот момент, когда был введен, вот принято решение ЦИК, оно было комплексное решение, кстати, и про детские садики там было сказано, про ясли, про все. Грубо говоря, государство сообщало, что любой рожденный ребенок государству желанен. У государства нет нежеланных детей. Если в 20-е годы, в начале 30-х, советское государство подняло миллионные армии беспризорников, вырастило из них творческих людей, да? Ну да. Советских патриотов по сей день идут споры, светлая ему память. Значит, Александр Матросов, кто он все-таки был русский или мордвин, был воспитан, даже неизвестно, да? Вот таких людей выращивала советская власть, из беспризорников, из того, что называется паскудным термином, введенными на фондами социального сиротства. Да? У советской власти не было сирот, и у советской власти не было нежеланных детей. И с 1936 года советская власть сказала, у нас нету нежеланных беременностей. Все беременности желанны для государства. И серьезнейшие были там шаги по поддержке материнства в рамках небольшого бюджета, да, они не были какие-то колоссальные, но серьезные. Главное, что это передавало. И вот в тот момент, как принято это решение, значит, десятки тысяч детей, ну, центры Москва, Ленинград, промышленные центры, значит, подскакивает рождаемость во втором полугодии 1936 года. Многие-многие десятки тысяч людей. То есть, прежде всего, уже жизни, уже зачатых детей, которые, не будь этого решения ЦИК, они были бы ликвидированы в утробе, были спасены. То есть, конкретно, значит, только в этих двух больших городах в общей сложности где-то больше 100 тысяч людей были спасены, те, которые уже были в утробе, и, значит, они родились. Кстати, помянули мы детскую смертность в 50-м году. Безусловно, одной из причин резкого снижения детской смертности в условиях той, как бы тогда, небогатой медицины в стране, которая только-только встает после таких испытаний, было то, что репродуктивное здоровье женского поколения с 1936 года резко улучшилось, было лучше в 50-м году намного, чем в 40-м, ввиду именно, опять-таки, вот этого запрета аборта. Теперь, значит, вот у нас в белорусском экзархате что год собираются, значит, и отмечают скорбную дату легализации аборта в России. Я немножко возвращаюсь назад, в 2020 году, да. Это совершенно беспредметный разговор. И даже, строго говоря, не имеющий отношения к Беларуси. Да, безусловно, легализация абортов – это скорбное событие. Отмечайте тогда, когда оно произошло при руководителе советской страны Никите Сергеевиче Хрущеве. Среди прочих великолепных его достижений в области повсеместного перехода на кукурузу, в области уничтожения артерий, ограбления нескольких миллионов советских трудящихся людей и уничтожения, собственно, одного из столбов твердых, на котором вся советская плановая экономика зиждилась и стояла. Совершенно беспрецедентное беснование преследования советских верующих людей после того, как при Сталине уже совершенно другое отношение наметилось. Мы этому как-нибудь отдельно посвятим заседание, да, люди вообще об этом не знают. Так вот, он легализовал аборты. Поэтому непонятно, почему в Белоэкзархате отмечают некую далекую дату в Советской России и не отмечают как скорбную ту дату, которая имеет отношение к нам всем и к Белорусской Советской Республике. Идет массовый процесс десоветизации, декоммунизации, десталинизации. И нужно вот этим либералам сделать все, чтобы очернить наше прошлое. То есть человек историей не всегда интересуется. Каким бы он там умным не был, он всегда, если он чиновник высокого уровня, он поручит своим подчиненным подготовить материал или докладную записку, типа, ну как было? Вот они ему положили на стол. Ну видите, в 20-х годах была легализация аборта.
такие коммуняки, они всякие были. Да, да. Всё. А давайте ближе, на Да. 2 поколения ближе. Это хорошо. И уже в Советском Да. Союзе. Это ж уже Да, чуть, даже, чуть ли не собственно, полный их. все белорусские земли, Да. они вообще не входили никаким конем в состав Советской России в 20-м году. Да? Попробуйте в адрес Бориса Ельцина сказать хотя бы Да, слово. да. Или Хрущева. Ну, это же не камильфо для вот этих антисоветов. Вспоминаем теорию Антонио Но, кстати, Грамсci именно по вот уничтожению нации, по развалу государства. Первое, что нужно сделать, это стереть историческую память. Да, безусловно. Все. Уничтожить традиции народа, уничтожить историческую память, тогда с этой нацией можно делать все, что хочешь. Но и в Белых Зархате, кстати, как в других почтенных формациях, да, есть разные мнения. Например, вот этот момент, что разворот лицом к религии в Советском Союзе начался в 1939 году, это мы с вами узнали, собственно, из рождественских чтений Белых Зархатов в прошлом году. То есть разные люди разным взглядом смотрят на прошлое, и, очевидно, разные у них намерения у этих людей. Вот. Но снова подчеркнем момент, собственно, а вот этот великий дранг на возвращение легализации абортов. Как он подписывался? Чем он подписывался? Шла речь о том, что много-много криминальных абортов. Да? Значит, такая есть писательница Улицкая, она, по-моему, тоже лауреат. Ну, Нобелевскую премию дают, значит, всем обсессивным шизопараноикам и параноикам, поносившим Советский Союз, советскую власть. Ну, уже, как было сказано, писавшим. уже Нобелевская премия, это не почет, а это уже, Ну, это уже позор. Это знак. Когда уже было сказано, что зачем Трампу эта Нобелевская премия, как он может быть среди этих людей, которые позорят. Сергей Николаевич, это в отношении мира и литературы. Разные премии, да, но позор или почет – это ценностные оценки. Но объективная оценка фактологическая, что Нобелевская премия по русской литературе – это знак. Это знак службы ЦРУ. Ровно как ЦРУ прокачивала награждение, кого там была первая величина, дутая Пастернак, да, и потом там успели, значит, перебывать еще там, кто там, Бродский, посмертно Мандельштаму дали. Нет, ну, в общем, всякие, значит, люди еврейского происхождения, крещенные православие и ненавидевшие Советский Союз, они, значит, побывали в величинях советской литературы. Вот есть такая Улицкая, у нее освещается эта тема. Как пробивали в начале 50-х годов. И вот, значит, она там описывает картину. Кому-то там важному в министерстве, значит, принесли вот ужасающая, значит, картина. Матка, в которую проросла луковица. Как всеми правдами и неправдами женщины пытаются вытравить беременность. И вот, увидев эту матку, в которую проросла луковица, он там заколдобился, и хотя у него, значит, была приличная женщина, православная верующая жена, и тем не менее он сказал: нет, мы будем пробивать легализацию аборта. Вот, то есть мы видим, так сказать, на каком уровне бредовом, значит, и оторванном от реальности пробиваются эти вещи. Потому что, да, есть криминальные аборты, где-то проросла луковица в матку, значит, погибла женщина, пытаясь избавиться от аборта. Какая-то женщина погибла, пытаясь от своей жизни избавиться. Какие-то люди погибли, совершая те или другие противоправные действия. Но, почему, освещая тему вот этого благословенного 1,5 десятилетия, 2 десятилетия, 36 года, 2 десятилетия, жизнь поколения, как я сказал, репродуктивное здоровье прямо как бы улучшилось, да? Почему не говорят о многих несметных, несчетных миллионах советских людей, которые родились благодаря тому, что в стране аборт был вне закона. А будь он в законе, и они бы не родились. Где Инофонд планирует семью, там демография сдвигается к нулю. Где над людьми возвышен Бафомет, там Бога нет и правды тоже нет.
прекращается всегда патриотизм. Везде, где начинается нацизм, не поддавайтесь бесам на их ложь. Где Инофонд планирует семью, там демография сдвигается к нулю. Ну, вот еще один аспект. А почему не понести на стол разорванных в утробе младенцев? Это тоже очень сильный экспонат медицинский. Я думаю, не слабее луковицы, порошей матку, да, и как бы словесная эквилибристика там, ну там внутри-то не ребенок, это плод, это эмбрион, а потом он плод, а когда он становится ребенком, вот когда он начал дышать внешним кислородом. Но, однако, все равно как теория демографического перехода является собой бред, а просто есть общая тенденция многодетности через малодетность к однодетности и к бездетности, к вымиранию. Точно так же и тут. Значит, нету никакого дихотомного деления на дышащих внешним кислородом, и нет. В тот момент, как принята идеология, что человеческое существо, растущее в утробе, но оно человеческое, не лягушка, не зверушка, и не такая-то та самая мурашка. Значит, оно не человек на самом деле, так уже, скажем, в штате Калифорния совершенно официально постнатальный аборт до 28 дней. Можно не сомневаться, что это тренд, у него есть теоретические основы, они разработаны в одном из этих, значит, политтехнологических институтов по вынищению населения в Британии, там мозговые центры. И там, значит, еще 1,5 десятилетия назад изучалась тема постнатального аборта. А вот не успели, гад появился. Ну так что, упускать гада? Вернулся на свою территорию, враг. Мы вот там пристрелим. Вот, значит, и уже в штате Калифорния официально 28 дней постнатальный аборт. И медсестры, которые после аборта подсчитывают и смотрят аккуратненько, складывают ручки, ножки, всякие части человеческого тела, что ничего там не забыли, ну иначе там будут тяжелые последствия, сепсис и т.д. Надо все почистить. Вот он смотрит, что все там, это очень хороший экспонат. Вот его бы принести министру, чем там луковицу из матки. Всякое бывает, да. Мы не видели психиатрическую карточку женщины, кто там луковицу нашли. Вот, это как бы такие моменты. То есть всегда бьют в одну сторону. Соответственно, выведение аборта вне закона, как в Советском Союзе 1936 года, оно достигает того, что рождается много детей, да. Проблема в том, что те, кто стоят стеной и космическими войнами за аборты, они стоят не за реальный государственный интерес. Они стоят не за реальные права женщин. Они стоят за свое идеологическое видение, в котором аборты являются неотъемлемой частью. И где мы это видим в очень интересном моменте. Была в Сталинском уголовном кодексе статья за понуждение к аборту. Кстати, был и аборт по медицинским показаниям, он сохранялся тоже, оно там претерпевало разные изменения. Вот понуждение к любому аборту было уголовным преступлением. Во всем Советском Союзе, в каждой республике по-разному, и в некоторых до начала 70-х годов. Несмотря на то, что запущена была абортивная вакханалия со времен Хрущева, и вот была статья за понуждение к аборту, она тормозила. Потому что фактически в условиях полной свободы аборта и назначения по медицинским показаниям до конца вообще срока беременности, и какие угодно медицинские показания можно придумать, да. Например, те же самые, значит, УЗИ-диагностика. При опасении в 5%, что будет какой-то, значит, врожденный
дефект, начинают социомедработники давить на женщину, чтобы она делала аборт. Это на любом сроке. То есть 95 Да. детей, Да. даже по Да, официальной и никто информации, не отслеживает. Да. должны родиться нормальными, здоровыми, но Но им вот говорят, кто-то увидел, делаем. что 5% называется это уже серьезный риск. Так вот, статья понуждения абортов, она тормозит вот это все. Когда нет такой статьи вообще в законах, фактически решение об аборте принимает вовсе не женщина. Она принимает его под давлением всех, у кого есть на нее ресурс давления. А ресурс давления есть у всех, для кого и ребенок будет нежелателен. Начиная от сожителя в том или ином социальном статусе к ней. Больше, чем сожителям назвать как-то трудно, да, такого. Вот. Через родню, которая не хочет прописывать. Через работодателя. Через куратора в вузе. Через кого угодно. И, соответственно, тоже медработники, которые не хотят, чтобы ай-яй-яй, родился ребенок, значит, там с предполагаемым дефектом. Бог весь как предполагаемым. Ну, это как в науке говорят, пока диссертацию не защитишь, Да, значит, никакого Всё замуж, еще- никаких детей. да, все еще. Потом нет ребенок. ни диссертации, ни детей, ни мужа. Ну и и жизнь кончается прошла. детородный возраст и все как бы дела. Да, значит, все, кто имеет ресурс давления, фактически это ее решение. И вот мы видим интересную вещь, что происходит в концепции семейного насилия и прав женщин. Значит, концепции закона о семейном насилии, может, как раз это даже уже где-то у нас и протащено было. Не было протащено только все, что касалось там, этих извращения полов. Это вот остановили. Остальные там, значит, вот муж отказывается давать жене, скажем, деньги на продолжение образования. Это насилие. А если муж говорит, иди пойди выкинь ребеночка, это не семейное насилие. И более того, это признано на официальном уровне. Так, например, одна из главных акушер-гинекологов конкретно в телевизионной программе, так сказать, миллионам зрителей или сколько там смотрят телевидение, говорит, да, это серьезное решение, это решение женщины, это решение семьи. Вот решение семьи, не дамо денег там на продолжение образования или другие важные вещи, это насилие. А решение семьи нет ребенку, это решение семьи. Где там права женщины? Что будут делать с ее телом? Так, ведь она, так сказать, сторона страдающая в плане, значит, последствий всех страшных, которые в этой процедуре. Переводим на русский. То, что ведет к деградации, к уменьшению нации, это хорошо. То, что позволяет нации выжить, развиваться, это плохо. Ну, собственно, да. Подождите, запрещается, есть 185-я статья, противозаконное понуждение. В принципе, она как бы отвечает понуждению к абортам, но один взрослый человек понуждает другого. Но это чисто, это юридическое ерничество сказать, что она решает все проблемы. Ну, исходя из этой статьи, собственно говоря, был положен конец коронабесию в республике, и было, значит, пояснено, что принудительное намордование и принудительная вакцинация, тем более экспериментальным препаратом, да, она, значит, противозаконна. Вот. Но тут кто как что будет толковать. Поэтому в советских законах конкретно речь шла о понуждении к аборту. Там такой уровень взаимодействия, где, естественно, 185-я статья, по сути, она неприменима. Там. Туда ее уж точно не просунешь. Вот, никак. Должна быть отдельная статья, хотя бы. И тогда бы поняли женщины, что это действительно решение должно быть всецело их. А когда главный акушер-гинеколог говорит решение семьи, ну елки-палки. Вот. Ну, так она приходит, ей говорят, у вас родится ребенок урод. Он будет там ненормальный, неразумный. Вы будете с ним всю жизнь мучиться. Надо учитывать такой еще фактор, что при Сталине было уровень пьянства в 2 раза ниже, чем в царской России, и в 10 раз ниже, чем вот уже, чем в России в 21 веке. Ну, соответственно, ведь откуда уроды берутся и люди с дефектами? Это Пьянство. в основном, да, идет пьянство,
Ну, а сейчас добавилась наркомания. Кстати, при Сталине наркомании вообще не было. Не знали, что это такое. Да, то есть не было, потому что не было мафии, наркомафии, и вообще не было такого понятия, как вот это наркомания и тому Ну, подобное. наркомания это часть организованной Да, преступности. то есть развитие вот этих пороков. Тогда просто не было Да. организованной Да. преступности. Тогда на борьбу с коррупцией выделялось одно кладбище. Да, и вот получается, что вот эти пороки, они фактически ведут к мутациям в организме у ребенка. Тоже курево, те же наркотики, тоже пьянство. Ну вот поэтому получается дефектные детки. Ну, это отдельный вопрос, как Да. бы, да, непрерывно растет процент детей, родившихся с дефектами. Вот, это отдельный, как бы, момент. Ну, так, чтобы деталь такая, люди не задумываются, да. Вот была очень интересная статья в свое время в газете «Медицинский вестник» одного из известных медицинских, значит, авторов, да, публицистов, можно сказать. И он пишет, что, ну, это вообще смешное понятие, ведь диагностика. Диагностику делает врач. Теперь подумаем, значит, вот этот, ну, по-нашему ребенок, по-ихнему плод в утробе, да, он весь величиной, значит, когда его там просматривают, он весь меньше сердца или меньше почки взрослого человека. То есть, если на сердце и на почке мы там, что мы там видим, а там во всем его организме, и вот так, как бы точно. Так вот, на самом деле, вероятность определяется 5% вероятность. Больше 5% это уже, значит, вот все, так сказать. В тот момент, когда сам аборт вне закона, и в тот момент, когда право женщины на защиту своего тела защищено статьей о понуждении к аборту, тогда уже более предметно рассматривается вопрос внутриутробных дефектов. И вот этот момент, он как-то должен быть ясен, ну, всем, в том числе тем, кто не стоит на... Ну, в конце концов, коммунисты, сидевшие в ЦИКе, да, которые принимали решение 1936 года, да, но там все-таки не было, как мы вот в нашем клубе сегодня, католик, православный, иудей, да, это все-таки были коммунисты и большевики там все, да. Сталин там был самый, можно сказать, традиционный выпускник православной семинарии. То есть они, именно перед ними стояло государственное видение. В аспекте возвращения лицом к традиционным религиям, конечно, и ценностные установки самого Сталина, и, в общем-то, видение такое всемирно-исторического значения победы советского народа над абсолютным злом, оно, конечно, сыграло свою роль тоже. И вот эти вещи, они взаимодействовали успешно. Но смерть Сталина, собственно, оборвала вот эту линию развития. Потому что стояла задача не просто сохранения государства, стояла задача сохранения нации, развития нации. Есть рождаемость, есть нация. Нет рождаемости, нет нации. А это все начинается не с благосостояния. Оно начинается из головы. А голова начинается с вот такого возраста, с маленького ребенка, которого вводят в детский садик. И вот как его там воспитают, так потом и будет. То есть нельзя недооценивать важность начального образования, дошкольного образования. Оно не просто важно. Оно критически необходимо для того, чтобы сохранить нашу нацию. Так более того, я даже помню, скажем, в советское время, вот, скажем, малые дети, да, ну, я в детском саду не был, как бы, но книжки детские всякие, да, и в школе, в младших классах тоже вот всегда идет разговор. Вот братики, сестрички, или братик, сестричка, там, ну, старший, младший, вот как ты, как... То есть установка как бы была, что вот вокруг ребенка дети, да. А сегодня установки ты себя анализируй, себя, реализуйся. Вот давай там реализуйся, анализируй, вот ты вот чеши репу так или чеши ее так, и все, какие там братики, сестрички. Вот. И очень интересный момент. Фонд ЮНИСЕФ, с которым соглашение о сотрудничестве нашей республики с 2007 года, да, и вот мы были на выставке, да, на публикации фонда ЮНИСЕФ. Да. С вами были, Александр Степанович. Где-то до начала 2010-х годов, там, значит, книжечки всякие, ну, которые там обо всем хорошем вроде, да, там конкретно девочки, мальчики, очень опознаваемые девочки с косичками. Папы, мамы тоже очень опознаваемые. Зайчики. А потом, с середины прошлого десятилетия, идут только бесполые какие-то,
такие несущие на земле твари, Солнечные зайцы. солнечные зайчики, отдаленно напоминающие каких-то зайцов, а взрослые дети Они по радио различаются случайно не гуляют там. по размеру. Наверное, нужно вспомнить, что организацию планирования семьи придумали в Германии при Гитлере. И работала она не на территории Германии, а на территории стран противников. Ее забрасывали в первую очередь в Англию, во Францию. Уточню немножко, как специалист в этой области. Значит, существует сегодня вообще международная организация планируемого родительства, она так изящно называется. А политтехнологическим методом на славянские языки переведено как планирование семьи. Ну, все славянские языки. Вот. А оно вообще называется родительство, а не семьи. Никакой семьи быть не должно по определению. И она проходила всякие трансформации. Значит, до Второй мировой войны называлась по контролю над населением или по контролю рождаемости, по контролю популяции. С времен Второй мировой войны, ну, немножко сменили, не вполне. Вот это Маргарет Сангер, которая, собственно, была американка германского происхождения. Зангер, да? Маргарита Зангер. Значит, она была, ну, сказать, провидцем и создателем вот этой организации всемирной в довоенные годы. И действительно, опыт наработок, он был сильнейшим образом в гитлеровской Германии использован в отношении, и, собственно, в плане ОС тоже про эти все вещи говорилось. Например, в комментариях известных Эрхарда Вецеля сказано, что надо вести, что произведение абортов не должно считаться нарушением врачебной этики. Такие настроения были среди советских врачей, да? Что это не, врачебная этика не включает произведение абортов. Надо объяснять, а людям объяснять, сколько хорошего полезного они могут приобрести для себя на те деньги, которые идут на прокормление детей. Открытым текстом. Так вот, зайчики, так, и, соответственно, тут уже нету, каких братиках, сестричках может идти речь, если даже на рисунках их нет. Ну, вот зайчики, я думаю, здесь еще немаловажную роль играет та... Но это не совсем зайчики ушастые. Да. Это как Понимаю. зеленые змеи, Да. абстрактные. Вот, Мы их называем зайчиками. я думаю, что здесь немаловажную роль играет гендерная концепция, что нету только мальчик и девочка, а Да. есть и такие, и сякие, и трансвеститы, и какие-то там еще 70 гендеров, или сколько их там. И вот эти зайчики, вот они олицетворяют. Александр Степанович, вспоминаем ваши, скажем так, разобранные, расследованные вами куропаты. Там, где немцы убивали людей, там стреляли, там загоняли в землянки, взрывали. Значит, оказывается, в Минске была специальная организация фашистская, которая занималась выбором оптимального уничтожения людей. То есть группа. То есть они пробовали, а что будет, если сделать укол воздуха? А что будет, если его в душегубки повозить? А если его утопить? А если повесить? А если застрелить? А если взорвать? Что наиболее эффективно? И в конечном итоге они пришли к выводу, что все это не так эффективно, как то, если люди просто не будут рождаться. Да? В конечном итоге они пришли к выводу, что проще просто не рожать. И вот то, что пытались сделать нацисты тогда, тех нацистов давно уничтожили. Гитлера давно там, господи, застрелился, спалили, там сгнило все. А дело их живет. А дело-то живет. Да? Значит, продолжается вот это вот уничтожение нации. Вот что страшно. Короче... И все это находится в голове. То есть, если сможем воспитать маленьких деток, маленьких, вот самого маленького возраста, чтобы дети хотели трудиться, чтобы они хотели, значит, вырасти большими и любить, значит, рожать, работать, все будет хорошо. Будет нация крепкая, сильная нация. Если мы потеряем это, все. Ну, и я так, подводя итог, хотел бы сказать, что мы здесь обсуждаем уже почти час, и мы видим, насколько вот эта гигантская фигура и Сталина, насколько советская власть была в этом вопросе компетентна. То есть мы просто недооцениваем то время,
недооцениваем мудрость тех людей. Вычеркнуто из образования Да, государственников. да. Реальный опыт. Нам просто ее вычеркнули, вот эту историю, чтобы подменить ее вот этими новыми нарративами либеральными. Либерастическими. Да. Ну, если Макаренко признали лучшим педагогом тысячелетия. Поэтому я считаю, что эту тему надо изучать, надо доводить людям, надо показывать истоки, а не то, что нам сейчас предлагают, всучивают непонятно каким соусом. Ну, я думаю, что когда-нибудь мы соберемся и еще продолжим вот эти темы обсуждать. То есть жить нужно своим умом, Безусловно. своими традициями, Безусловно. Итак, по Макаренко своими заключение. национальными ценностями, а не то, что тебе почему-то за бесплатно пытаются всучить какие-то С инофонды. приплатой. Да, которые дают деньги, только вот не рожай. Ну что, я думаю, на этом мы закончим. Я думаю, даже мы сейчас анонсируем, я бы предложил тему следующих заседаний, среди прочего. Как извирали в 80-е годы в рамках катастройки. Ведь его конец не видели. Интересно в сами эти моменты, как делали все, чтобы скрыть реальный опыт строительства советского государства, все извернуть, извратить и, собственно, Ну, здесь я могу уничтожить государство трудящихся и разогнуть западную сторону. Мы сегодня знаем, как сказал Яковлев, ударим Лениным по Сталину и т.д. И вот интересно будет проанализировать, как оно вот тогда in real time происходило. Это будет очень интересно. Безусловно, полностью поддерживаю. Ну что, Соберемся с Божьей помощью на новое на этом заседание. До свидания, до новых встреч, Всех с наступающим праздником с праздником. католиков, с Рождеством. И с общегражданским Новым годом. Да. И с наступающим будущим Новым годом. Где инофонд планирует семью, там демография сдвигается к нулю, где над людьми возвышен Бафомет, там Бога нет и правды тоже нет. Так создан мир, кончай